Добрый день. Спасибо вам за приглашение на такое данное мероприятие. Я немножко начну с того, о чем наш проект вообще, немного расскажу. Наш парк вообще начал функционировать с августа 2021 года. И основной нашей целью, задачей была возможность не только рассказать, но и показать нашим детям и гостям нашей страны нашу богатую культуру, историю и передать традиции наших предков. И мы, создавая этот проект, у нас целью до сих пор является это и неизменно. Мы стараемся сохранить свою культуру, ту культуру и традиции, которые нам передало старшее поколение, и мы хотим, чтобы люди, посещая наш парк, узнавали о наших традициях, культуре нашей страны. И на сегодняшний день, в июле 2022 года, наш музей получил официальный статус и внесен в реестр государственных музеев. У нас достаточно большой коллектив, и, как я уже сказала, основной целью было привлечение также местных жителей для их трудоустройства. На территории нашего парка мы стараемся развивать издревле пришедшие в нашу культуру ремесла, такие как гончарное мастерство, кузнечное дело и топоговодство. Наши гончары, кузнецы, они не производят современные изделия, то есть наша работа направлена на воссоздание исторических предметов быта и орудий труда, а также абхазского ножа. И для этой работы мы используем данные археологических раскопок и артефактов. Если говорить, например, о табаке, табачной продукции, которую мы производим, мы также изучаем тщательно этот вопрос, и, как мы знаем, в свое время абхазский табак, он пользовался большой популярностью, и одним из крупных потребителей был Филипп Моррис, который с успехом использовал наш табак в продукции Marlboro. Сегодня мы используем 3 сорта табака, это Samsun 85, Virginia и Trabzon. Мы стараемся во всей нашей продукции использовать только абхазские наименования, вот как они есть, это Джика, Ататын, Ацха, мы производим еще и чачу. И для наших гостей есть еще одна возможность познакомиться с нашим богатым языком, помимо того, что мы знакомим их с нашей богатой культурой. Если говорить о проблемах, с которыми мы сталкиваемся, их я вам вкратце не смогу рассказать, но я подчеркну то, что, как уже говорила Анна Владимировна, если бы у нас на законодательном уровне были представлены какие-то, допустим, статьи, законы, то у нас не было бы проблем, если бы у нас был в этих вещах порядок. Мы бы не сталкивались с такими проблемами, которыми сейчас сталкиваемся в своей деятельности. Также я хочу сказать, что нашей основной задачей является сделать благое дело для нашей страны. И мы единое целое вместе с нашей страной, и мы хотим, чтобы наша страна и наш туризм процветал в этом плане. И мы, как в своей деятельности, все стараемся для этого сделать.